Здравствуйте! Сегодня мы погружаемся в IX век, в эпоху Енисейского кыргызского каганата. И поговорим о фигуре, возможно, не самой известной широкой публике, но очень значимой — Алп-Сол-Тепеке. Здравствуйте. Да, фигура действительно интересная. Он и полководец, и дипломат. А эпоха-то какая? Кыргызское великодержавие. Именно. Время расцвета каганата. И Алп-Сол, как я понимаю, сыграл в этом не последнюю роль. Абсолютно. Он был одним из, так сказать, архитекторов этого величия. Узнаем мы о нем в основном из китайских хроник, Танской династии, и еще из рунических надписей, что особенно ценно. Вот об этом и поговорим. Попробуем разобраться, в чем его главные заслуги, как он повлиял на историю, и вообще, кем он был. С чего начнем? С личности? Давайте. Во-первых, он из правящего рода Аджо. Это важно. И носил титул Тархана. Тархан — это военный чин или административный? И то, и другое. Довольно высокое звание в каганате. Интересно, что в источниках у него несколько имен. Алп-Сол-Тепек, Табу-Хэцу, Джу-Хэсу, Тапу-Палп. Ого, как много! А что значат эти имена? Есть версии? Есть. Алп, скорее всего, герой, баттер, а вот Сол, возможно, левша. Отсюда даже гипотеза о прозвище Каган Сулугой, то есть правитель левша. Левша? Любопытно. Но прославился он, наверное, больше как воин. Безусловно. Главное его деяние, конечно, это разгром уйгурского каганата, 840 год. Да, это поворотный момент. Именно. Алп-Сол командовал левым крылом, ударным, когда брали уйгурскую столицу Кара-Балгасун. И все, после этого кыргызы установили контроль над огромными территориями. Тува, Монголия — это все их. Но ведь он не остановился на этом. Походы продолжались. О да, следующие лет 7, с 841 по 847 примерно, это сплошные походы. Он гонялся за остатками уйгуров аж до Восточного Туркестана. Это где сейчас Синьцзян? Да, современный Синьцзян. Захватил Бишбалык, Турфан, другие оазисы. Подчинял татар, ходил в Ганьсу, на границу с Китаем, Южная Сибирь, Маньчжурия, Тяньшань. География, просто невероятная. Звучит впечатляюще. А упоминалась еще какая-то миссия в Тибет. Это тоже военная экспедиция была? Там сложнее. Да, была экспедиция в сторону Тибета где-то между 841 и 843 годами, формально, чтобы спасти танскую принцессу Тайхэ, которая попала к уйгурам. То есть тут уже и политика вмешивается? Конечно. Военные и политические цели шли рука об руку. И вот тут как раз важна его вторая роль – дипломата, посла, эльчи. Как это сочеталось? Успешный полководец и тут же посол. А это было логично. Победы нужно было закреплять дипломатически. Алп-Сол несколько раз ездил с посольствами в Китай, к двору династии Тан. Наверное, его там принимали с почетом. После таких-то побед. Еще бы. Особенно отмечают визит в 842 году и прием у самого императора Уцуна в 843. Представляете, его посадили выше посла из Бахая, а Бахай тогда был очень сильным государством. Серьезное признание. А зачем он ездил? Какие вопросы решал? Во-первых, уйгурский вопрос. Многие уйгуры бежали на территорию Танской империи, и это надо было как-то урегулировать. Во-вторых, конечно, торговля. Возобновить выгодные связи. И Китай тоже отправлял своих послов к кыргызам. Дипломатия была очень активной. Сохранился даже отчет Алп-Сола императору в ноябре 843-го. Он докладывал: «Нам покорилось 5 племен – Анси, Бейтин, Дада, и другие». Это как раз результат его походов в Восточный Туркестан. Удивительно, что такие детали до нас дошли. А есть ли какие-то, материальные следы его существования, кроме записей в летописях? Есть. И это очень важно. В Туве на реке Тес нашли руническую надпись. Ее перевел известный тюрколог Кляшторный. Там написано что-то вроде «Я, Тепек Алп-Сол, это написал». Вот это да. Личное свидетельство получается. Именно. Подтверждает и имя, и статус. Потрясающе. А вот еще момент. Иногда говорят о связи Алп-Солос с эпосом Манас. Насколько это обосновано?
Ну, это больше на уровне гипотез, конечно. Но сама фигура настолько масштабная, возможно, какие-то черты, деяния, может, даже вот эта деталь про левшу, салога, солога как-то отразились в образе Манаса. Или, скажем, в образе хакасского героя Чизы хан Салагая. То есть он оставил след и в исторической памяти народов? Похоже на то. Сам факт таких предположений говорит о многом. Что ж, давайте подводить итог. Алпсол-Тепек– это, получается, ключевая фигура IX века для всего региона. Человек, который своими военными и дипломатическими усилиями во многом и создал то самое кыргызское великодержавие. Совершенно верно. Его действия, его походы от Сибири до Тибета, от Маньчжурии до Туркестана, они реально изменили карту Центральной Азии. Геополитика того времени во многом определялась им. И в завершение такой вопрос на подумать. Вот у него несколько имен, в разных источниках есть возможные связи с мифами. Это усложняет нам понимание или, наоборот, делает образ богаче? И вообще, как мы можем реконструировать жизнь людей, живших 1000 лет назад, по таким вот зачастую обрывочным сведениям? Да, это вечный вопрос для историка. Как из фрагментов сложить цельную картину? И каждый такой случай, как с Алпсолом, это и вызов, и невероятно увлекательная задача.